Друзья, продолжаем военную тематику, начатую в выпуске 69. Сегодня поговорим о том, как воевала татарская конница, вооруженная луками и стрелами. Алга. Основу традиционного тактического искусства кочевников Дашт и Кыпчак эпохи позднего средневековья и раннего нового времени составляли разнообразные приемы ведения конного боя, вызывавшие восхищение, подчесы и ужас иностранных наблюдателей. Комплексный анализ письменных, изобразительных и вещественных источников позволяет реконструировать ключевые приемы, применявшиеся в бою. Хоровод – оригинальный кольцевидный строй кочевников для ведения лучного боя на средней и малой дистанции. Исследователь Горелик обратил внимание на интересную фразу Марко Поло относительно действий конных монгольских лучников в бою. «Татары, — писал он, — когда сражаются с врагом, так не смешиваются, а все скачут кругом да стреляют». Исследователь совершенно справедливо соотнес кольцевидный строй монгольских конных лучников XIII века с описаниями аналогичного боя кочевников Восточной Европы XVI века. По мнению исследователя, обстрел противника велся стрелами с большими тяжелыми наконечниками с дистанции 20-40 метров, причем точность его была такой, что стрелки то и дело поражали лица и руки воинов противника и даже перерезали тетивы его луков. Подробное описание кольцевидного построения конных тюркских лучников оставил посол в Москве Сигизмунд Герберштейн. Он писал: когда им, татарам, приходится сражаться на открытой равнине, а враги находятся от них на расстоянии полета стрелы, то они вступают в бой не в строю, а изгибают войско и носятся по кругу, чтобы тем вернее и удобнее стрелять во врага. Таким образом, по кругу наступающих и отступающих соблюдается удивительный порядок. Правда, для этого у них есть опытные в всех делах вожатые, за которыми они следуют. Но если эти вожатые или падут от вражеских стрел, или вдруг от страха ошибутся в соблюдении строя, то всем войском овладевает такое замешательство, что они не в состоянии более вернуться к порядку и стрелять во врага. Такой способ боя из-за сходства называют пляской. Таким образом, хоровод представлял собой замкнутое, вероятно вытянутое вдоль вражеского строя кольцо конных лучников, поражающих врагов стрелами на полном скаку. Учитывая скорость стрельбы из лука, можно с большой долей уверенности утверждать, что, проносясь вдоль строя противника, воин выпускал по врагу не одну, а две или три, а может быть и более стрел. Особое значение имел тот факт, что каждый лучник мог выбрать для себя максимально удобное расстояние и положение для стрельбы. Влево вперед, влево вбок или влево назад. По этой же причине вращающееся кольцо всадников не могло быть широким. Чтобы не мешать друг другу прицеливаться и стрелять, конники должны были двигаться в один или максимум в два ряда. В противном случае стрельба из внутренних рядов хоровода могла быть только навесной. Наряду с основным вариантом хоровода, когда кольцо лучников раскручивалось непосредственно перед строем противников, можно предполагать и наличие в военной практике номадов большого внешнего хоровода, когда цепь конных лучников охватывала построение противника со всех сторон, заключая его в кольцо. Такой вариант хоровода позволял еще более усилить эффективность лучного боя, так как всадники не делали вынужденную паузу в стрельбе при прохождении внешней дуги кольца. По всей видимости, именно внешний хоровод был применен крымско-татарскими полководцами в сражении с генуэзцами при Салхате в 1436 году. Степняки неожиданно атаковали европейские отряды на марше и, заключив их в вытянутое кольцо скачущих всадников, расстреливали из луков, а пытающиеся вырваться из окружения рубили саблями. Однако данный вариант хоровода нес и дополнительные риски, так как воины на одной стороне не могли знать, что происходит на другой стороне построения, закрытого от их глаз вражескими рядами. К слабостям хоровода следует отнести уязвимость перед неожиданной и быстрой контратакой противника, проводимой большими массами конницы, а также неуправляемость кольца лучников в случае гибели или ошибки вожатых. Еще одним фактором, ограничивавшим применение хоровода в военной практике номадов, было само поле сражения. Для того, чтобы раскрутить хоровод, требовалось большое и ровное пространство, позволявшее свободно реализовать данный маневр.
Если же им приходилось сражаться на узком пространстве, то такой способ боя уже не был применим, и поэтому они пускаются, как указывается в источниках, в бегство. По мере распространения в войсках оседло-земледельческих народов огнестрельного оружия появились новые формы борьбы с хороводами конных лучников. Важнейшим из них стало ведение массированной ружейной и пушечной стрельбы под защитой деревянных щитов, тележных вагенбургов и гуляй-городов. При этом опасность составляли не только сами ядра и ружейные пули, но и грохот выстрелов, по сообщениям современников, очень пугавших лошадей. Если одна или несколько из них начинали беситься во время исполнения маневра, это могло нарушить стройность хоровода и частоту исполнения всего тактического приема. Финальную точку в истории кавалерийского хоровода, как преобладающей формы ведения дистанционного боя, поставило айратское калмыцкое нашествие XVII века. Настоящим убийцей хороводов стал стремительный айратский копейный напуск XVII века. Айратские военачальники нарушили неписанный закон периода раннего и развитого средневековья и начали снабжать своих воинов-лучников длинными кавалерийскими пиками, в результате чего на полях сражений появилась новая разновидность конницы, составленной из легких копейщиков. Как показали военные конфликты XVII века, решение снабдить конных стрелков длиннодревковым оружием при всей своей простоте оказалось весьма эффективным. В столкновении двух лавин легковооруженных воинов отряд, снабженный луками и копьями, имел очевидное преимущество перед отрядом, вооруженный только луками. Легкие копейщики могли стремительно атаковать вражеских лучников, опрокинуть их строй, нанести значительный урон в ближнем бою и повести активное преследование, поражая отступающих врага все теми же пиками. В случае необходимости воин мог забросить снабженное погонным ремнем копье за спину и взять в руки лук. Если враг все же пытался оказать сопротивление, айратские тайши, князья, выкладывали свой второй козырь – массовую панцирную конницу, аналогов которой крымские татары и нагаи не имели. В первой половине XVII века хоровод применялся крымскими татарами и нагаями все реже и реже, пока окончательно не перешел в категорию вспомогательных тактических приемов. Тулгама – тактический прием, предусматривавший охват фланга или флангов противника с выходом в тыл и нанесением массированного лучного удара по его построениям. Название приема происходит от тюркского глагола «тулгамак», то есть окружать, обвернуть, обратить, кружить, крутить. Классическим описанием тулгама может считаться сообщение знаменитого потомка Тимура Захираддина Бабура. Когда ряды сблизились, писал он, враги стали заходить краем правого фланга нам в тыл. Тут я повернул к ним фронтом и наш авангард, куда были записаны все наличные егиты, видавшие битвы и рубившиеся мечом. И они оказались на правой руке. Перед ним, авангардом, не осталось ни одного человека. Все же мы отбили и оттеснили врагов, вышедших вперед, и прижали их к центру. Правый фланг врага, потеснив наш левый фланг, зашел нам в тыл. Так как наш авангард тоже остался на правой руке, то наш фронт оказался оголенным. Люди неприятеля напали на нас спереди и сзади и начали пускать стрелы. Мы несколько раз нападали на противника и с боем оттесняли его. Наши передовые тоже ходили в наступление. Люди, которые зашли нам в тыл, также приблизились и начали пускать стрелы прямо в наше знамя, то есть в сторону ставки командования. Они напали спереди и сзади, и наши люди дрогнули. Великое искусство это самое тулгама. Таким образом, в начале выполнения маневра войска кочевников, пользуясь преимуществом в скорости, обходили один из флангов армии противника, одновременно нанеся мощный лучный удар по его построениям. Охват фланга вынуждал вражеских военачальников начать спешный разворот своих воинских подразделений лицом к атакующим, что приводило к нарушению боевых порядков. Но и не решало тактической задачи, так как кочевники продолжали осыпать перестраивавшихся вражеских воинов стрелами, как с фронта, так и с фланга и с тыла. В случае необходимости намады повторно обходили войска противника с фланга, что еще более усиливало неразбериху в его рядах. Контратаки оборонявшихся не приводили к желаемому результату, так как легкие степные лучники уходили из-под удара конницы противника, а затем снова возвращались на поле боя. При этом вражеские войска
вынужденные совершать непредусмотренные планом боя развороты и перестроения под ливнем стрел, неизбежно нарушали строй. В конечном счете это приводило к смешению рядов и отступлению войск противника. Главная роль в выполнении классического тулгама, как в хороводе, отводилась массированной лучной стрельбе. Рукопашная схватка не исключалась при проведении маневра, но не являлась его обязательным элементом. Главное отличие хоровода от тулгама заключалось в том, что во втором случае приоритет отдавался маневру, а обстрел противника велся не только с фронта, но и с фланга и с тыла. Однако нельзя исключать, что тулгама могла включать в себя как составные части атаки и хороводы конных лучников. Следует также подчеркнуть, что тулгама могла осуществляться как фланговыми отрядами, так и всей армией в целом. Наиболее типичной являлась правофланговая тулгама, при которой кочевники атаковали левое крыло противника своим правым флангом. Доминирование в данной разновидности маневра вполне объяснимо, так как в этом случае атакующие лучники могли беспрепятственно вести стрельбу по врагу из максимально удобного положения – влево вперед, влево и влево назад, что было бы затруднительно, если бы противник находился справа от атакующей конницы. Тем не менее, в некоторых случаях, чтобы маневр был неожиданным для противника, он осуществлялся левым крылом армии кочевников. Однако в силу указанных выше причин левофланговая тулгама при прочих равных условиях была менее эффективна, чем ее правофланговый аналог. Тактически самой сложной была двойная парная тулгама, при реализации которой фланговые отряды обходили армии противников с двух сторон, замыкая ее в кольцо, после чего атаковали с разных направлений. В некоторых случаях кольцо окружения не замыкалось до конца или даже специально размыкалось, провоцируя блокированного противника к бегству по этому спасительному коридору. Как только враг ломал строй и устремлялся в открытый проход, кочевники нападали и истребляли его. Данный прием требовал высокого уровня координации фланговых отрядов, быстроты и точности исполнения маневра. Сталкиваясь на полях сражений с московскими, казацкими и польскими таборами, ордынцы попытались приспособить для борьбы с ними традиционную тулгаму. Для этой цели татарская конница рысью или галопом раз за разом огибала вражеский Вагенбург, осыпая его простыми или зажигательными стрелами. При этом использовалась как настильная, так и навесная стрельба, которая позволяла поражать воинов и лошадей противника, находящихся внутри полевых укреплений. Подобрать средства против тулгамы в рамках традиционной средневековой тактики было крайне сложно. Опираясь на превосходство в плане мобильности и дистанционного боя, намады могли раз за разом безнаказанно повторять маневр, ускользая из-под контрударов противника и обрушивая на него ливень стрел. Главным способом борьбы с тулгама стали полевые укрепления и в первую очередь все тот же укрепленный табор, за стенами которого могли укрываться как кавалерийские, так и пехотные подразделения, вооруженные огнестрельным оружием. В середине второй половины 17 века традиционная тулгама стала стремительно изменяться. Под айратским влиянием лучный удар в ходе фланговой атаки стал все чаще дополняться копейным напуском, роль которого в рамках реализации маневра становилась все более заметной. В таком модернизированном виде тулгама сохранилась в военной практике крымских татар вплоть до середины 18 века. Атака с притворным отступлением и засадой – это, вероятно, самый известный тактический прием в арсенале кочевников Великой Степи. Он представлял собой провоцирующую атаку с последующим контролируемым притворным отступлением, сопровождаемым лучной стрельбой по преследователям и завершающимся массированным контрударом. Достаточно часто составной частью притворного отступления являлись засады, укрытый от глаз противника резерв, служащий для усиления эффекта неожиданного контрудара по преследователям. Вопреки распространенному мнению, рассматриваемый маневр был достаточно сложен в исполнении и требовал от воинов высокого уровня дисциплины, боевой подготовки и слаженности действий. Никакого единого усредненного шаблона выполнения приема не существовало. Для эффективного выполнения данного тактического приема степным военачальникам
Приходилось учитывать три фактора. Первое. Воины, выполнявшие маневр, должны были быть снабжены лучшими конями, отличающимися не только скоростью, но и выносливостью. Второе. Во время притворного бегства степняки должны были вести стрельбу по противнику на полном скаку из положения влево-назад, что требовало особой сноровки и мастерства. И третье. В отряде, выполняющем маневр, должен был поддерживаться высочайший уровень дисциплины. Письменные источники позволяют выделить две основные разновидности рассматриваемого тактического приема в военном искусстве кочевников 16-17 веков. Суть данного тактического приема в исполнении крымских татар и нагаев заключалась в том, чтобы расстроить боевые порядки противника лучной стрельбой, спровоцировать его на неподготовленную атаку, нанести ему максимальные потери в ходе контролируемого бегства и, наконец, опрокинуть потерявших строй и растянувшихся преследователей. Французский инженер на польской службе 17 века Баплан отмечал, что в столкновении с поляками татары могли раз за разом повторять данный тактический прием, пользуясь скоростью и выносливостью своих боевых коней. Наконец, ряды поляков врезаются в линию татар, а те, не чувствуя себя достаточно сильными, чтобы сражаться с саблей, разлетаются как мухи, кто куда, может, отступая во весь опор, стреляют так метко из лука, что на расстоянии 60-100 шагов не дают промаха по своей цели. Поляки не могут их преследовать, поскольку лошади их не такие выносливые, как татарские. Затем татары снова собираются вместе за четверть лье и начинают готовиться к лобовой атаке на поляков. А когда те врезаются в их ряды, они опять разлетаются и, отступая, стреляют все время в левую сторону, так как в правую не могут. Изнурив таким образом поляков, они, татары, вынуждают их к отступлению. Относительно данного приема польский посол в Крыму Браневский отмечал, что в 1578 году татарское войско, вступив в неприятельские пределы, они разделяются на отряды или эскадроны. Они все вместе одной кучей продвигаются. В разных местах они оставляют караульные посты, которые составляют как бы резервы более или менее значительные. Когда первые из этих караулов заметят неприятеля, то начинают поспешно отступать, стараясь таким образом навести неприятеля на отряд, находящийся в засаде. Данная разновидность тактического приема могла выполняться в трех основных вариантах, которые зависели от места размещения засадного отряда. Вариант первый. Засада размещалась строго перед наступающим противником, соответственно, контрудар наносился по фронту вражеской конницы. Вариант 2. Засада размещалась сбоку от основного направления предполагаемого маршрута притворного бегства. Укрытые в засаде воины пропускали своих отступающих товарищей и наносили удар во фланг преследователям. И вариант 3. Воины засадного отряда пропускали мимо себя как бегущих соратников, так и воинов противника, после чего наносили удар в тыл вражеским войскам. Данный вариант был самым сложным и рискованным в исполнении, но при этом самым эффективным, так как позволяло замкнуть отряд противника в клещи и практически уничтожить его. В ходе больших сражений два или даже все три варианта исполнения тактического приема с применением засады могли совмещаться между собой. У крымских татар и нагаев тактический прием притворного бегства продолжал быть в обращении вплоть до второй половины XVIII века. Башкиры, калмыки, монголы и казахи продолжали использовать его вплоть до XIX века включительно. Комбинированный вариант маневра вошел и в тактический арсенал российского казачества и стал популярен под названием вентарь. Если противник начинал массированное преследование большими силами свежей конницы, то притворное отступление могло перерасти в настоящее бегство. Что касается засад, то эффект от их применения мог быть нивелирован при наличии у противника сильного конного резерва, способного переломить ход сражения. Наибольший риск при выполнении комбинированного приема заключался в том, что степные полководцы были вынуждены дробить свои войска на несколько отдельных частей. Если противник обладал многочисленной легкой или панцирной конницей, он мог не позволять кочевникам перейти в контрнаступление,
а контрудар засады мог оказаться недостаточно сильным, чтобы его остановить. Друзья, если тема по военной тематике кочевников вам действительно интересна, то покажите это мощными степными лайками и комментариями под видео. Подписывайтесь на наш канал и знакомьтесь с историей вместе с нами. С вами был Ренат Хавибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.